Отопительный сезон в республике практически завершен, его итоги не самые плохие. И пусть паспортов готовности так и не дождались Инта, Воркута и Прилузия, все социальные объекты и жилфонд были обеспечены теплом на 100%. Да и серьезных катастроф зимой в Коми избежать удалось. Только вот радужные цифры Сергея Гапликова не устроили, и своему заместителю Константину Лазареву он влепил двойку. Задолженность республики по коммуналке почти 8 миллиардов. Снижать эту цифру власти на местах даже не пытаются. Из года в год у нас получается, мы только говорим, а правительство соответствующие меры не принимает. Но нет сегодня ни одного, понимаете, реального шага для того, чтобы решить эту задачу. Вот сейчас тут перечень мероприятий и все остальное. Слушайте, ну это все байда. Байда это все. А каждый раз будете констатировать, что соответствующим образом увеличивается задолженность. Теперь по муниципалитетам. На каком основании ему увеличивать соответствующие средства на сессию, для того, чтобы они, извините, свои там определенные проблемы закрывали? А вы разобрались, почему эти проблемы возникают? А вы разобрались, сколько они закладывают в своих муниципальных бюджетах на оплату соответствующих, значит, коммунальных и энергетических ресурсов? А лимиты они формируют или нет? Первой из аутсайдеров ответ на правительстве держала Инта, и задачи справилась как-то не очень. Это звучит удивительно и парадоксально, но шахтерский город сегодня, по сути, сапожник без сапог. Уголь для местных котельных всю зиму закупали на Кузбассе, причем по цене вдвое дороже собственного, по 400 за тонну. Такая схема Сергею Гапликову пришлась не по душе. Основная проблема, с которой Инта столкнулась в текущем отопительном сезоне, это отсутствие собственного угля из-за длительной остановки работы градообразующего угольного предприятия. Теплоснабжающие организации города, Интинская ТЭЦ и тепловая компания, которая эксплуатируют муниципальные котельные, вынуждены были заключать договоры на поставку угля с поставщиками из других городов и регионов, вследствие чего тепловая компания сложилась критическая финансовая ситуация. А что, никто не знал, что на гора уголь не выдается? Конечно, и вы теперь рассказываете, что это была трагедия, которая случилась, и которая, извините за выражение, ой-ой-ой, как плохо сказалась на соответствующей экономике, и в том числе на состоянии энергетического комплекса. Так это вы куда смотрите? На месте. Досталось сегодня и воркутинскому мэру. Собираемость платежей в заполярной кочегарке 56%, при федеральном нормативе в 98%. На вопрос главы «Где еще 42?» Игорь Гурьев ответа не нашел. Вообще, долги и банкротство – главный бич коммунальной системы в республике. Управляющие компании появляются внезапно и также внезапно исчезают спустя 3-4 месяца сборов с населения. На счета ресурсообеспечивающих организаций они при этом не перечисляют ничего. В общем, как говорится, большой привет тем, кто выдает лицензии. Доля брошенных долгов по электроэнергии составляет, это только ресурсоснабжающие организации, 1 311 000 000 рублей. То есть это уже больше месячной поставки электрической энергии в целом по территории Республики Коми. Терпению Сергея Гапликова, похоже, пришел конец. Всем муниципальным главам теперь предписано разработать свои местечковые планы по снижению долгов. Иначе рассчитывать на дополнительные средства из региональной казны им точно не стоит. Спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева это подтвердила. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.